بسم الله الرحمن الرحيم. Альхамдулилля, вся хвала Всевышнему Аллаху, свят Он и велик, чья милость вечна и безгранична. Наша сегодняшняя тема пятничной проповеди, иншалла, это про шукра, проявление благодарности Субханаху ва Та'аля. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля в своей священной книге в Коране, в первую же суру, которая состоит из 7 аятов, начинает следующим образом. بعد أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Что в переводе означает Альхамду лилля, вся хвала Всевышнему Аллаху. Вся хвала принадлежит только лишь одному Аллаху. Раббил аламин, Господа миров. Ученые говорят, в этом одном аяте Аллах Субханаху ва Та'аля устанавливает свой закон для рабов и также довод для этого закона. Закон какой? Альхамдулилля. То есть учит, чтобы мы прожили этот мир, проявляя благодарность Всевышнему Аллаху Субханаху ва Та'аля. Потому что благодарность – это и есть источник увеличения благ Субханаху ва Та'аля. В одном аяте Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Ла ин шакартум ла азиданнакум, ва ла ин кафартум инна азаби ла шадид». Ла ин шакартум, если вы будете проявлять благодарность, если вы будете благодарить меня за мои благи, ла азиданнакум, то я непременно буду увеличивать его. То есть за благо Аллах Субханаху ва Та'аля шукр делать – это фарза айн, обязанность каждого мусульманина. Каждого мусульмана обязан шукр делать. А сколько благ Аллах Субханаху ва Та'аля мы с вами, уважаемые братья, имеем в жизни? В одном аяте Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Ин та'удду ни'маталлахи ла тухсуха». Если вы попытаетесь сосчитать одного блага Аллаха, ла тухсуха, то вы не сможете сосчитать. То есть в одном благе Аллах Субханаху ва Та'аля сколько есть пользы, сколько есть хорошего, нужды наши. Если это будем сосчитать, то Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: ла тухсуха, то вы не сосчитаете, говорит. Вот Аллах Субханаху ва Та'аля дал глаза и дал возможность видеть. А сколько в этом есть благ Аллах Субханаху ва Та'аля, если будем считать, то, уважаемые братья, мы не можем сосчитать этого. В одном хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: в день суда, то есть шукр и хамд, это отличается, да? Хамд, то есть восхваление, шукр – это благодарность. Хамд – это словесно будет. То есть, когда будем благодарить Аллаха языком, это называется хамд. А шукр, у шукра есть 3 вида. Шукр делается 3 путем. Первый вид шукра – это ашукру биллисан, восхваление Аллаха, благодарение Аллаху биллисан, языком, словесно. Это первый вид шукра. И сюда ходят все дуа пророка Мухаммада, алейхиссалям, которые он читал вечером и днем. То есть мы должны просыпаться и засыпать со словами благодарности Субханаху ва Та'аля. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, научил нас. Настало утро, должны благодарить Аллах Субханаху ва Та'аля за то, что дает Аллах Субханаху ва Та'аля нам возможность совершить хорошее. То есть выбор за нами, да? Если хотим, будем пользоваться этих всех благ Субханаху ва Та'аля, чтобы построить свой дуня и ахират. А если захотим, то мы будем пользоваться впустую, не замечая, сколько благом Аллах Субханаху ва Та'аля мы с вами пользуемся, уважаемые братья. В хадисе пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в день суда будет объявление. Лиякумул хаммадун, пусть станут восхваляющие. И станут одна группа людей, и поднимут над ними знамя, и они войдут в джаннат. И сахабы спросили: о пророк Мухаммад, алейхиссалям, кто такие восхваляющие люди? Кто такие хаммадун? На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: алладина яшкурун Аллаха азза ва джалла фи кулли хал. Это те люди, которые благодарят Всевышнему Аллаха в каждом случае. Везде, всегда, если будем, иншаллах, благодарить Аллаху ва Та'аля, то это, уважаемые братья, будет стать причиной, чтобы мы войдем в джаннат, да? А второй вид шукра, благодарности, это ашшукру бил кальб, благодарность сердцем.
То есть никогда мы не должны быть неблагодарным Аллаху. Сердце постоянно, то есть антоним шукр это куфр. Как в аяте, как я упомянул, Аллах Субхану Тааля говорит: ла ин шакартум, если будете шукр делать, то я буду увеличивать. Вала ин кафартум, а если будете куфр делать, то есть отрицать мои благи, да? Если вы не будете благодарить за мои блага, инна адаби ла шадид, то поистине мое мучение очень тяжко. То есть, уважаемые братья, иншаллах, давайте из этого, иншаллах, постараемся прожить нашу жизнь достойным, да, благодаря Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Сколько, маша Аллах, сегодня у нас есть благи Аллаха Субханаху ва Тааля, которые мы сами даже не замечаем. Какой Аллах Субханаху ва Тааля, когда человек меняется, дает благо, человек это не замечает. Сколько людей можно услышать, которые говорили, да, может из нас есть такие люди, которые раньше говорили: если бы у меня был бы миллион, то я бы отдал этому человеку, помог этому человеку, да. А когда уже он оказывается обладателем заветного такого мечты миллиона, уже, ой, как он уже все уже забыл. Какие намерения он раньше, даже не презрением он смотрит на тех людей, которые нуждаются или просят чего-то, да. Нет, уважаемые братья, сколько Аллах Субхану Тааля дает нам здоровья, семья, благ, да, республика, сколько у нас есть нямат Аллах Субхану ва Тааля, за это мы должны, иншаллах, благодарить Субханаху ва Тааля. Пусть Аллах Субхану ва Тааля даст нам с вами, уважаемые братья, возможность совершать амали на услышанное.